Xayrli kech. Saat tugel 19:00 ham biz boshlaymiz. Ой, я в эту группу забыла отправить. Так. Тоже группу отправлю. Так. Так. Kimlar mınday deg'iz? Selamlik bir-birimizni. Tak, ko'ram Anatoliy. Aha, Tatyana Pankratova mında. Xayrli kech. Евгений, xayrli kech. Ralif, xayrli kech. Так. Я вас, по-моему, предупредила. Я сейчас вас заблокирую просто. Угу. Так, Kadriya, selam. Так, Эйдес, башлап жиберебиз. Вакытны әрәм итмичә. Мы не будем время тянуть. Давайте сразу мы приступим к уроку. Так, Әлфия, сәлем. Исәнмесез? Что такое? Так, хәзер әйдәгез башлап җибәрәбез инде тарттык авызларыннан. Согласные звуки. Ч авазы. Щ. Читается сходно с русской щ. Щ хәрефе белән яңа сүзләр. Кич, вечер. То есть мы знаем то, что в татарском языке буковка Ч, оно произносится как Щ. Аңладығыз, әйме? Киш. Дальше. Чиста, чистый. Чистое, 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 чисто. То есть и как прилагательное, и как получается, как наречие. Татарща. Татарща. По-татарски татар означает татарин. Татарка, татарский, татарская, татарский и так далее. Анна хайрле киш. Чебен, муха, шишек, цветок, эш, пей, аш, открой. Мы знаем то, что в татарском языке очень много диалектов. И еще в некоторых регионах Татарстана, да, говорят эш. Эшерге открывать, например, не ашерга. То есть это везде по-разному говорят, но литературно все-таки у нас один. Это аш. Аңладыңыз, да? То есть диалектологии по-разному говорят, то есть говоры везде разные. Алға таба кеттік. Дальше поехали. Щ хәрефе белән яңа сүзләр. Чәй, чай, чай. Трудно переключиться сразу на букву Ч, да, пусть татарской. Щеш. Волосы, щен, истинный, настоящий, щен татар, например, да, настоящий истинный татарин или татарка. Ищ, ведь стоит всегда в конце предложения. Например, мин татариш, я же татарка, я же ведь татарка, получается, да? Яңа сүзләр белән гади сүз-тезмәләр һәм җөмләләр. То есть с новыми словами, самые простые такие словосочетания и предложения. Чай ищигали. Выпьем-ка чаю. Выпьем-ка чаю. Так, вы же знаете, что татары очень любят чай. Щандус – настоящий друг. Матур щащ – красивые волосы. Ул миңа чәчәк бүләк итте. Он подарил мне цветок. Понятно, да? Но тут слово «чәчәк» это не только один цветок обозначает, да, но в зависимости от ситуации. Если уж подарил один цветок, ну, говоришь «чәчәк» это значит один цветок. Букет можно, ну, например, несколько цветочков, это тоже можно сказать «чәчәк». Миңа чәчәк бүләк итте, это значит подарил мне цветы. Но также еще говорят «чәчәк бәйләме», букет цветов. Понятно, да? Алға таба киттек. Икенче безнең бик своеобразная согласная, то есть бик қызықлы
тартық ауызыбыз – это ж ауызы. Бу ж ауызы. Ж читается близко к русскому ж. Буква ж употребляется в заимствованных русских словах. Журнал, пляж, ж хәрәфе белән яңа сүзләр. Жир, земля, жыр, песня, жиде, 7, жай, лето, жайлы, удобный. Исәнмесез, Зульфия. Вот, например, если вы замечали, у нас есть великий татарский поэт Муса Джалиль. В татарском языке, конечно же, он пишется буковкой «ж». Но когда при переводах, когда его фамилию пишут на русском языке, нет, в русском языке нет такого, получается, нет такого звука. Его пишут как Джалиль, если вы обращали внимание. Понятно, да? Яңа сүзләр белән гади сүз тезмәләр һәм җөмләләр. Жайлы кием, удобная одежда, матур жыр, красивая песня, жир, зур, земля большая. Кстати, Евгений просмотрела ваши вот эти предложения про какого-нибудь там родственника, у вас все верно, барс адрес. Так, дальше поехали. Дальше. Готово. Теперь попробуйте написать перевод вот этих словосочетаний. Менә бу сүз тезмәләрнең тәрҗемәсен язып карагызчы. Кем миңа яза ала? Нәрсә ул җиде чәчәк? Обратите внимание, җиде обозначает, получается, у нас 7 цветов. Правильно, 7 цветков. Цветы именно, ладно, да, ведь мы понимаем. Чечек. Матур-жир – это красивая песня. Матур-жир – это красивая песня. Матур-жир. Матур-жир – красивая земля. Или можно сказать еще в другом понимании, как красивое место. Матур-жир. Грек матур-жир. Красивое место. Красивая земля. Можно, да, сказать, или красивое место. Понятно, да? Так, жайлы кульмяк – это удобная рубашка или удобное платье. То есть в двух значениях употребляется это слово. Конечно же. Но мужчины написали это как рубашка, а женщины написали как платье. Так, матур жай – это значит красивое лето. Дерес. Экрин эшли. Экрин эшли. Удобное платье, правильно, Кадре? Медленно работает, да. Экрин эшли – это правильно. Так. Теперь вот чисто татарское предложение. Медленно работает. Так, матур жей. Пей чай, да. Так, экрен шли. Экрен гне, если было бы потихоньку, экрен гне. А экрен это значит медленно. Вот именно медленно работает. Хорошо? Пей чай, хорошо. Ал шешек можно сказать, да, возьми цветок. Это получается повелительная форма глагола, да, можно понять. А можно как алый цветок. Аленький цветок, розовый цветок. Понятно, да? То есть это как можно и как цвет. Хорошо. Можно как возьми цветок употребить, в зависимости от ситуации. Вопрос, что вы хотите сказать. То есть это два варианта будут правильными. Алгатава китек. То есть это 7 цветов или цветков. Вы поняли, да, то, что это про цветы имеется в виду. Матур-жир – красивая песня, матур-жир – красивая земля, либо красивое место. Дальше. Жайла кульмяк – это удобное платье, либо удобная рубашка. Матур-жай – красивое лето. Экрен эшли медленно работает. Шей эш – пей чай. Ал шешек – розовый цветок. Понятно, да? Алгата пакетик. Тут у нас никаких проблем не возникло. Барыбер бу сүзләр инде сезгә таныш.
Они уже вам, в принципе, знакомы, они как-то уже у вас даже, мне кажется, ну, я на 100% уверена, что в обиходе они все равно у вас есть. Так. Hazır tertip sanarını öğrenip gideceğiz. То есть порядковые числительные. Мы на прошлом уроке с вами изучили, получается, числительные. Но у нас, вы знаете, то, что есть числительные делятся на несколько типов, а сегодня мы с вами пройдем тип, это порядковые числительные. Порядковые числительные обозначают порядок предметов при счете, отвечают на вопрос ничанще, то есть который по счету, и образуется при помощи аффиксов ч, нч. Тут все просто, ребят, предельно просто. Я люблю говорить то, что, вот смотрите, беренще. То есть у многих может возникнуть вопрос, да, почему некоторые окончания начинаются на гласные, а некоторым словам добавляется на, которые начинаются на согласные. Вот, например, это все просто. Вот, например, слово бер. Если слово, которым нужно пришпандорить окончание, извините за такое слово, да, заканчивается на согласную, то к нему добавляется окончание, которое начинается на гласную. Вы же прекрасно понимаете, да, то, что гласные звуки, они помогают согласным звукам, ну, то есть они, как бы, получается, дают им мелодичность и певучесть, правильно же? То есть если мы уберем из слова гласные, вот, например, бер, уберем гласную е, да, у нас будет просто бр. То есть сами по себе вот эти согласные не тянутся. Они тянутся и образуют слова с помощью гласных звуков. Вот. И когда вот, например, если бы мы добавили окончание просто на нч, то есть это был брнч, это что? Это не то. Видите, не хватает чего-то. Не хватает заправочки, как в салате, сухой салат, да, сухой бутерброд без масла. Вот. И вы просто смотрите, если в слове есть уже гласные, значит, окончание не нужно добавлять уже с гласными. Вот, например, ике, тут уже на е оканчивается, уже есть тут у нас заправочка. То есть тут уже не нужно просто нч. Эченче, дуртенче, бишенче, алты, опять-таки, алтынче, жиденче, сигес, видите, заканчивается на з, на согласную. Поэтому будет сигезенче, тоғыз, онынче. Ну, вы понимаете то, что если, например, слово состоит из твердых гласных, то добавляется окончание с твердыми гласными. Если из мягких гласных, которые состоящие с мягкими гласными. Все просто, все логично. А логика обычного имя составных числительных аффикс добавляется только последнему слову. То есть не к всему, там, не к двоим, а только к последнему. Монсан лашулама? Это вам понятно? Всем все понятно? Барыңызға да аңлашыламы? Аңлашылса, мен алға таба барам. То есть, если все понятно, я пойду дальше. Так. Угу. Ну, напишите что-нибудь, Брэда Цезуэс. Ага, я рад. Искиткач. Все замечательно, значит. Так, тертип саннара порядковый числительный, это кушмал саннар образуется так. Вот смотрите. Он бірінші, он екінші, он үшінші, он төртінші, он бесінші, он алтыншы, он жетінші, он сегізінші, он тоғызыншы. То есть, когда вы, например, вы хотите сказать, мое день рождения, допустим, 15 января, да, менің туған күн 15 январьда. Аңладыңыз? И, кстати, у меня вот ученики тоже, ну, русские у меня были ученики, они частенько путали, когда их спрашиваешь, например, сколько тебе лет, сиңа да, они всегда говорили, путали, то есть, например, миңа 17 яш, то есть мне 17 лет. То есть так неправильно. То есть, когда вас спрашивают, сколько вам лет, миңа 17 яш, просто без вот этих окончаний. Хорошо? Так, Аллатага китек. Давайте попробуем ответить на вопросы. Ну уж, естественно, не апрель, я уж так написала. Видимо, уставшая была. Так, бүгін нешенші апрель. Ну, давайте не апрель, а сейчас у нас идет июль. Айдас, бүгін нешенші июль. Переправить забыла, извините. Бүгін нешенші июль. Сұрауларға жауап беріп қарайық, айдагыз.
Ответьте мне на вопрос, какой сегодня июля. Буген, нищенще, июль. Мы знаем то, что, чтобы правильно ответить на предложение, просто в предложение вопросительно вот это слово убирайте и пишите ответ. Мгм. Ну да, пофантазируем. Бүгін 6 апрель, правильно. Бүгін 4 июль. Әйе, дұрыс. Бүгін инде 4 июль. Сегодня уже 4 июля. Как быстро время летит. Yok, Евгений, бүгін 4 гіне. Или счастливые часов и времени не наблюдают, да? Чисел не наблюдают. Бүгін 4 июль. Әйе, дұрыс. Иртәгә нишәнче апрель була? Вот вместо вот этого вопросительного слова вы просто пишите правильное слово, которое нужно по смыслу в это предложение. Иртәгә нишәнче июль була? Хорошо, не апрель уж? Нет, Кадрия, я уж так это... Я же вас не обвиняю, просто что сказала. Так, иртәгә 5 июль или апрель, ну там не важно, вам главное формулировку понять, правильно же, да? Иртәгә 5 июль була. Хорошо? Или апрель, кому как. Мгм. Әйе, иртәгә 5 июль була. Бүгін түгел, не сегодня. Так, бұл нишенші кабинет. Тоже можете любую циферку. Это какой кабинет? Азат бір курста оқиды. Бірінші, вот как раз таки. На каком? Бірінші. Değil Так. Бұл 11 кабинет. Әйе. Угу. Мы же порядковые числительные, Ралиф. То есть получается, который присанул. Тәртип санарын үйренеміз. Шоңа күрә менә бу җөмләләрдә дә бөтенсә тәртип саннар кулланган. То есть мы с вами порядковые числительные изучаем, поэтому в этих предложениях везде употребляются именно порядковые числительные. Бу беренче кабинет, бу 15 бүлек. Так, хорошо. Угу. Так, бу ниченче кабинет. Хорошо. Да, бүгін 4 июля, все правильно, правильно, правильно. Кабинет. Пулик – это отдел. Угу. Алсу ниченче класста сынов толку. То есть, смотрите, слово класс можно говорить и класс, и сынов. То есть это будет два варианта верных. То есть он употребляется в двух значениях. Ну, не двух значениях, два слова имеется в виду. Класс сынов, то есть можно сказать алсу та-та-та класста укы, или же алсу сынов таукы. Угу. Да. То есть алсу сызничи класста укы, можно сказать алсу сызничи сынов таукы. То есть оба варианта будут верными. Хорошо. Азат ниченче курста укы. На каком курсе учится Азат? Азат бірінші курста оқи, әйе. Или Азат үшінші курста, не? Ага, то есть все понятно, да? С порядками числительными проблем нет. У нас все в порядке, да, с порядками числительными. Тәртип саннары белән безнең барысы да тәртиптә. Аңлашылды. Так, теперь мы приступаем к частям речи, а именно моему самому любимому, самому обожаемому, это, конечно же, глагол. Фигль. Глагол фигль – часть речи, которая обозначает действие. Отвечает на вопросы «не шли, что делать», «не шляпе, что сделал», «не шляет, что сделать», «не шли, человек, что сделает». Глагол изменяется по лицам и числам. Это изменение называется спряжение глагола. Мисал, то есть пример. Для примера возьмем глагол повелительного наклонения бар, иди.
Мин барам, я иду. Син барасам, ты идешь. Ул бара, он идет. Без барабас, мы идем. Сез барасыз, вы идете. Алар баралар, они идут. То есть, смотрите, тут все предельно просто. Всегда у нас, запомните раз и навсегда, мы всегда отталкиваемся от повелительного наклонения глагола, то есть это как получается у нас корневая основа. Понятно, да? Если вы хотите проспрягать по лицам, то отталкивайтесь от ул, то есть от он, она что-то делает. Понятно? То есть это у нас основа. К нему уже добавляются другие окончания. Вас? То есть, смотрите, видите? Мин, бар. Бар – это иди. Бара, вот идет ул-бара, да, и потом окончание м. Барам. Запомните, мин – это всегда что-то с буковкой м. Это вам просто ассоциативно. Син, бара, сан всегда будет в конце н. Ты что-то делаешь. Это в настоящем времени имеется в виду, да? Ул-бара, он идет без бара, без, тоже запомните, без, ну вот в конце тоже без. Сез бара, сез, сез, тоже вот ассоциативно можно запомнить. Алар, бара, лар, потому что их много, поэтому они идут много, окончание множественного числа. Понятно, да? Так, да, азат курс курстаука, все правильно. Так, алгатава. Когда мы изучаем новые слова, глаголы, мы обычно учим повелительное наклонение. Бар иди, утер сядь, киль приди, бир дай. Спряжение глагола происходит путем присоединения спрягаемой формы глагола специальных окончаний. Чтобы приспрягать глагол, нам необходимо образовать из его повелительного наклонения спрягаемую форму глагола. Спрягаемой формой глагола является форма третьего лица единственного числа ул. Как я уже сказала, да. Как я уже сказала ранее, вот эта вся информация, да, она образуется путем добавления окончания либо а, либо то есть в зависимости от мягкости и твердости слова. В повелительной форме глагола, если глагол оканчивается на согласную букву, а если на гласную, окончание и. Мисал ул бара, ул бире, то есть он идет, либо она идет. Ул бире, он, она дает, получается. Ул тымны, он, она слушает. Ул эшли. Понятно, да? Вот, это основа. К нему же остальные вот эти окончания других лиц и прицепляется, получается. Так. Распрягаем по лицам и числам глаголы бир с мягкой гласной и бар с твердой гласной, чтобы у вас было наглядно. Важно, эти глаголы заканчиваются на согласную букву. Сначала из повелительной формы глагола образуем, спрягаем форму глагола третье лицо, единственное число. Например, ул бире, ул бара. То есть он дает, либо она дает, да, или она, или он идет. Дальше. Теперь распрягаем по лицам и числам. То есть, смотрите, мин, би, рем, мин, барам. Понятно, да? Так, множественное число. Без, бире, без, бара, без. То есть мы даем, мы идем. Син, бире, син, бара, сан. Ты даешь, ты идешь. Теперь множественное число. Сез, бире, сез, бара, сез. Вы даете, вы идете. Ул бире, ул бара. Он дает, он берет. Алар бире ле, алар бара лар. Они идут, они дают. Вы также можете вот это они можно употреблять просто алар бире, алар бара. Так тоже будет правильно. Анладыңыз? Так, это понятно пока? Видите, специально данные разноцветные, чтобы вы понимали, то, что каким макаром, каким чего там присоединяется, какие окончания. Что зачем идет. Какой паровозик зачем идет, какой вагончик зачем идет. Анладыңыз? Так, для спряжения глагола к спрягаемой форме мы добавляем личные аффиксы глагола. То есть первое лицо, единственное число, получается, вы добавляете окончание «м», то есть железно, без всяких там всего-всего, просто «м». Понятно, да?
У нас и так уже там есть основа либо 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 чего-то там до этого, короче, да? Эшлим, либо арым, да? Так, второе лицо, единственное число – это сэн, сень. Множественное число – без, сес. Третье лицо ничего не добавляем, там уже основа есть, получается. И множественное число – это лар, лер. Anlaşıldı? Дорогие мои, я вот этот слайдик заскриню и отправлю. Вчера вовремя не успела отправить. Не то, что не успела, я просто не смогла загрузить. Вы знаете, да, то, что вчера интернет был вообще в России с чем-то неописуемым. Я ничего не могла загрузить. Я не знаю, с чем это было связано. У вас, наверное, тоже так же было. Прошу прощения, вот я как утром встала в 6 утра и сразу отправила. У меня получилось отправить. А так вчера вот не получалось. Сегодня вот, надеюсь, ничего, таких проблем не будет с интернетом. Так, дальше. Распрягаем по лицам и числам глаголы «шля» с мягкой гласной и глаз твердой гласной. Важно, эти глаголы заканчиваются на гласную букву, значит, у них немножечко другие окончания. Так, теперь распрягаем сначала из повелительной формы глагола образуем спрягаем форму глагола третье лицо, единственное число. Ул шли, ул танлы. То есть мы знаем то, что ле, поэтому добавляем и. То есть ле это у нас согласное, а слово мягкое, поэтому и. Танла. То есть так опять-таки получается у нас шле поэтому и, да, танла это и. Все понятно. Теперь распрягаем по лицам и числам. Мин эшлим, мин танлым. То есть я работаю, я слушаю. Без эшли, без танлыбас. Мы работаем, мы слушаем. Син эшлисем, ты работаешь, син танлысом, ты слушаешь. Сис эшлисе, сис танлысас. Вы работаете, вы слушаете. Ул эшли, ул танлы. Он работает, он слушает. Алар эшлилер, алар танлылар. Они работают, они слушают. Для спряжения глагола в спрягаемой форме мы добавляем личные аффиксы глагола. То есть смотрите, какие в итоге. В принципе, то же самое. Просто у вас вот этот синенький, видите, другое окончание будет. Потому что эти слова в повелительной форме оканчиваются на гласную. В предыдущем слое они оканчивались на согласную. Понятно? Вот, оканчивается на согласную, нам нужно, получается, маслице, то есть заправочка, поэтому будет окончание гласные. Синенькие вот эти получаются. У них уже есть, поэтому, немножко по-другому же, да, вот тут шля танлы. Поэтому будет вот такое различие. Так, личные аффиксы глагола подчиняются правилу сингармонизма. Мы знаем, да, то, что в татарском языке есть правило сингармонизма. Сингармонизм закона. То есть его нельзя нарушать. Придут полицейские и арестуют. Шучу. Мы знаем то, что слово либо только из мягких гласных состоит, либо только из твердых. То есть смешивать там, делать кашу-малашу в слове делать нельзя. Ярамый. Anlaşıldı mı? Так, скажите мне, пожалуйста, вот эти личные окончания, спряжение глагола по личным окончаниям вам, то есть по лицам, вам понятно? Anlaşıldı mı? Zat san boyunca türleniyor sizге anlaşıldı mı? Так, вы пока пишите, я буду дальше объяснять. Важно, вот это очень важно. Ударение при спряжении глагола в настоящем времени падает на предпоследний слог или на последний слог спрягаемой основы. Мисал. Бараса. Барабас. Барасас. Барала. Угу. Хорошо. Вот эти слайдики я вам сфотографирую и отправлю в группу, чтобы у вас было наглядно. Хорошо? Хорошо. Так, теперь попробуйте вот эти глаголы проспрягать. То есть, смотрите, давайте я напишу, то есть я вернусь к тем слайдам, и вы проспрягаете. То есть давайте первое слово «бель». Первое слово «бель». Вы проспрягаете. То есть «ми». «Бель» – это «знай».
Мин. Прям можете так писать. Можете мин писать, можете не писать. Может, для экономии, да? Бабай, бабаен. Исчеза. Евгений, я вас не совсем понимаю, что вы хотите. Бабай, бабаен. А исчеза. Тынлы тоже тынлы. Нет. Тынлы просто. Вот смотрите, тынла на А заканчивается, да? А раз у нас на А, то это будет тынлым. Верно? А вы не путайте существительные с глаголами, они по-разному у нас спрягаются. Бабай же это существительное, а тынлым это глагол. Anladınız? Так, мин белем, ул белем. Так, дальше, давайте. Мин белем, как будет ты знаешь. Вот мин белем это я знаю. Как бы ты знаешь. Белесен, правильно. Так, без беле, без, отлично. Так, а как вот будет, то есть без белевис это мы знаем. Угу. А как будет вы знаете? Вы знаете. Как будет вы знаете? Как будет вы знаете? Вы знаете. Угу. Siz bilesiz. İyi. Хорошо. Алар. Ой, например, давайте скажем, он знает, либо она знает. Угу. Алар белелер. Ралиф алар белелер. Мы это только по отношению ми. Я что-то делаю. В настоящее время, естественно, то мы все сейчас проходим. Ул беляе. И они алар белелер. Все, отлично, молодцы. Следующее слово. Эйт. Скажи. Эйт. Да. Белясен, син белясен, син так. Син белясен, сес белясес. Да, то есть ты знаешь, вы знаете. Anlaşıldı? Так, следующее слово. Eight. Скажи. Да, минейтем. Я говорю, я скажу. Понятно, да? Минейтем. Я говорю. Угу. Син эйтесин. Ул эйтем. Угу. Как будет без, мы говорим. Без эйтем, без. Отлично. Вы говорите. Без эйтем, без. Эйтем, эйтесин, эйте, эйтевез, эйтесис, эйтелер. Да? Все верно. Отлично. Здорово. Умнички. Молодцы. Теперь следующее слово. Вы остальные, кто, ну кто-то быстрее делает, кто-то медленнее, да, конвертизирек. Но вы так вот подстраиваетесь. Ладно, я все равно смотрю, кто как делает. И ошибочки, если у вас есть, я их исправляю. Эч, пей. Эч– это пей. Да, алар айталар, все верно. Дөрес. Мгм. Мин эшен. Я пью. Да. Например, я пью чай. Мин чаще. Как будто ты пьешь. Будь ты пьешь.
Да, ищесың. Только «ена» мягкое. Ищесың. Эш это у нас мягкое, поэтому будет эшем, эшесың, мягкие, ладно? Хорошо? Эшесың. Сыз, эше. Ну-ка, дальше сами. Так и охота мне, конечно, подсказать, но зачем вы и так сами все знаете. Так, ищем, ищесың, ищебіз, ищесіз, ищелер. Да, все верно. Так, мне кажется, уже остальные уже не имеют смысла. Бас, ал, это уже, вы тоже уже поняли. Да, эще. Да, татарское вот это получается. Да. Остальные два слова вы уж поняли, да, получается. Так, солнышки мои, кыяшларым минем. Anladınız mı? Спряжение глаголов. М? По лицам. Anladınız мı? Все закрепили? Проблем нет с этим? Кому вот непонятно? Можете, есть такой среди нас человек, которому непонятно было? Кім аңламады? Кто, почему, как образуется? Почему так произошло? Все понятно всем? Барыңызға да аңлашылды ма? Так. Әйе. То есть тоже глазками так пробежимся. Мин білем, әйтем, эшем, басам, алам. Басам это значит наступаю. Алам. Кстати, басу это еще значит тоже ограбление по-другому. То есть граблю по-другому. Алам, беру, получается, да, или покупаю. Син білесің, әйтесің, ішесің, басасың, аласың. Ол біле, әйте, іше, баса, ала. Biz bile, biz eyte, biz işe, biz basabız, alabız. Siz bilesiz, eytesiz, işesiz, basasız, alasız. Alar bileler, eyteler, işeler, basalar, alalar. Все понятно, да? Отлично. Cümlede söz tertibi fiilinin орны. Ясно, не все успеваю. Так, главное, чтобы вам было понятно. Просто если я сейчас медленно будет, у нас просто урок очень надолго затянется. А мне надо как можно больше информации вам дать. Верно? Хорошо. Так. Порядок слов в предложении в татарском в ряде случаев отличается от русского. А в русских предложениях же, да, в русском языке обычно там порядок слов бывает разный, в принципе, да, от этого как-то, ну, что-то там, погода не меняется, шабитинде, вот, то есть это не так важно, порядок слов предложений. А вот в татарском языке всегда, ну, это было важно, считается важным. И глагол, а также слово киряк обычно стоит в конце предложения. Вот. То есть глагол в предложении всегда стоит в конце. Понятно? Вот это, пожалуйста, запомните. Например, он идет туда. В русском языке вы можете сказать туда он идет туда, он туда идет. То есть 3 варианта будут правильными. В татарском языке же только один вариант. Да, вы, конечно, можете сказать ул-бара, анда, ул-бара, шунда, то есть, но вы посчитаетесь неграмотным, безграмотным, то есть вы будете, вы не умеете там правильно разговаривать. Понятно, да? А мы же с вами грамотные, поэтому будем говорить ул, шунда, бара. Понятно, да? Возьми яблоко, алма, ал, то есть яблоко возьми, можно сказать в русском языке, в татарском языке правильно будет только алма, ал. Нужно много воды. Куб, су, киряк. Понятно, да? То есть порядок слов предложений не меняется. Всегда железное правило, то, что вот эти глаголы всегда в конце предложения. Понятно, да? Это нужно запомнить. Вопросительные слова кем, нерсе, нинги обычно стоят не в начале предложения, а перед сказуемым. Например, что ты берешь? Син нерсе алас. Какой он человек? Он нинги кеше.
Это сделано для того, я уже вам до этого говорила, что вот это вопросительное слово убирается, и там, чтобы можно было при ответе поставить ответ, грубо говоря. Например, что ты берешь? Син нәрсе аласың? Например, я беру платье, да, допустим. Мин күлме алам. Что вот так вот правильно надо было сказать. Понятно? То есть они заменяют существительные в какой-то степени. Не в какой-то степени, а так и есть. Нинди и кем иногда ставят в начале предложения. Кто он? Кем ул? Какая комната удобная? Нинди бульме жай ле. Это понятно? Порядок слов предложений. То есть тут каких-то особых прям замудренных правил нет. Просто запомните, что глагол всегда в конце предложений. И вот эти вопросы стоят перед сказуемым. Ну, то есть чаще всего перед глаголом. Потому что глагол чаще всего у нас в предложении является сказуемым. Мы это помним по школьной программе. Правильно? Правильно. Так, поставь глагол в нужную форму, дописав окончание. Попробуйте поставить нужное окончание. Смотрите, бириде без мотора атла куре. Это просто. Вам просто нужны те окончания, которые мы сегодня прошли. Глагольные окончания, вот эти спряжения по лицам. Окей. Вы можете сразу просто писать окончание, не надо все предложение писать. Экономьте время. Хорошо? То есть давайте первое предложение. Бириде без мотор атлар куре без. Да. Можете вот это последнее слово просто пишите, хорошо? Да. Откуда мы это узнаем? Мы видим вот это слово без. Мы что делаем? Мы видим. То есть здесь бириде, это значит в данный момент здесь, да, мы видим красивых лошадок, коняшек. Понятно, да? Без тегенде сіз тегенде утыра. Сіз, Зульфия, сіз. Вы утырасыз. Угу. У меня тоже иногда бывает, так просмотрю и читаю не так. Глаза, когда устают особенно. Сіз тегенде утырасыз. Яма? Вот, отлично. Сіз анда су эше. Сіз, правильно. То есть, смотрите, вы, сіз тегенде утырасыз. Это значит, вы сидите там. Ага. Сіз анда су ішесіз. Да, вы там пьете воду. Хорошо. Без жиды алма ала без. Да, мы покупаем 7 яблок. Правильно, все верно. Здорово. Сіз аңа бүлек бересіз. Да, отлично. То есть вы даете ему подарок, либо ей подарок, да? В зависимости от ситуации. Категории рода у нас в татарском языке нет. Так, без буген киле. Без буген киле. Без. Евгений, будьте повнимательней. Так, мы сегодня придем, да? Без терезелер ача. Без, да, мы открываем окна. Угу. Так, сіз әйбәт эш эшли. Сіз, правильно, вы хорошо делаете работу, исполняете работу. Понятно, да? Хорошо. Алгатова. То есть тоже глазками пробежитесь. Сіз тегінде утырасыз, вы там сидите. Здесь мы видим красивых лошадей. Берден натуратлар көрәбіз. Сіз анда су ішесіз, вы там пьете воду. Біз жиде алма алабыз, мы берем 7 яблок. Сіз аңа бүләк бересіз. Вы даете ему подарок, либо ей. Угу. Сіз аңа бүләк бересіз, да, это подарок. Біз бүгін келебіз, мы придем сегодня. Біз терезелер ашабыз. Мы открываем окна. Сіз әйбәт эш эшлисіз, вы делаете хорошую работу. Еще раз обращаю ваше внимание. Видите, күрәбіз, утырасыз, ішәсіз, алабыз, бересіз, келебіз, ашабыз, эшлисіз. Они все у нас являются глаголами. И они все стоят в конце предложения. Cümlenin ahırında тұралар шушы фигурлер. Обратили внимание? Обратили внимание. Дальше поехали. Запомнили? Запомнили. Так, вот эти слова,
Это у вас будет домашнее задание. То есть выучить слова и словосочетания. То есть это лексический минимум. Жир– это земля. Жар– это песня. Жиде– это 7. Жей– это лето. Жайлы– удобный. Чай– чай. Честь– волосы. Шен– истинный, настоящий. Ищ– ведь. Киш– вечер. Чиста– чистый, 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 чисто. Татарща– по-татарски. Щебен– муха. Шишек– цветок. Эш– пей. Аш– открой. Запомнить правила в образовании порядковых числительных. Правила спряжения глаголов по родам и числам. Я вам эти все скрины отправлю прямо после этого урока, хорошо? Правила расположения глаголов вопросительных слов и слова киряк в предложении. Хорошо? Если кто-то забыл, киряк это значит надо. Не надо, например, су киряк. Мне нужна вода. Вспомнить все домашние задания. Ну, к тесту давайте уж не будем. У нас это задание не нужно, хорошо? Так, я сейчас у вас прошу рандомно просто сказать несколько предложений. Так, у Евгении я проверила. Зульфия, скажите мне, пожалуйста, вот любое предложение, которое из домашнего задания. Давайте, можете про бабая, можете про дочку. Любое предложение. Важно, что вы, как вы составляете. Да, ищ, да, в этот подходит, да, правильно. Ищ бит. Мин татар бит, мин татариш, да. Вы можете и так говорить. Так, Зульфия, каждый давайте подготовьтесь. Предложение, одно хотя бы предложение, у нас пока есть время, то мне важно, как вы составляете предложение. То есть про какого-нибудь родственника. Любое предложение с теми словами, которые мы с вами изучали. Хорошо? То есть, например, у меня есть дедушка, например. Угу. Угу. Или, например, моя мама красивая. Ага, идем к мотор. Отлично. Так, хорошо. Татьяна, сможете вы тоже написать такое вот простое предложение про вашего любого родственника? Так. Альфия тоже. Давайте. Вообще все пишите. Я сейчас буду смотреть, кто здесь еще в онлайне. Так, пишите, я буду потихонечку проверять, хорошо? Меня мапа мотор, да, у меня дочка красивая. Ага, меня за мотор, меня мапа мотор. Угу. Любое простое предложение. Как вы знаете, я вас не ругаю, я вот злюсь только на таких странных экземплярчиков, которые не понимают с первого раза. Угу. Benim en iyiyim, evet, iyi, yaxşı, там, какая ласковая, может быть, да, ведь? Назлая. Ну, мы еще эти слова с вами не изучали. Угу. Так, кто еще тут онлайн? Пишите, пожалуйста, предложение, чтобы у вас это как практика, понимаете? Чем больше у вас практики, тем лучше изучение татарского языка. Татар телематур. Ну, да, но это не про родственников, конечно. Но это предложение правильно. Татар теле. Татар телематур. Е только еще добавить. У меня мама хорошая, да. Меня не имеет бед перевод. Минем ике бала только. Мина это мне. Минем это значит у меня. Угу. Минем ике бала. Опять-таки, видите, с числительным существительным, поэтому окончание не нужно добавлять. Минем ике бала. Кыз, хэм, малай. Мальчик и девочка. Угу. Минем они матур, да, у меня мама красивая. Хорошо. Эби Малдаеши, да, отлично. Бабушка живет в деревне. Так, Анна, вы поняли, что я хотела сказать? Так, хорошо. Видите, вы уже можете простые предложения
Дедушка. Нет. Тыгында бабай утра. Там сидит дедушка. А, вы про предложение Зульфи? Вот я вижу. Бабай мамать. Да. Дедушка ушел в лес. Да. Тыгында бабай утра. Там сидит дедушка. Хорошо. Минем балалар әйбет, әйе. Можно еще сказать, минем балалар акыллы, да, послушные, значит, тәртиплі, воспитанные, да ведь? Минем бала матур, мой ребенок красивый, правильно. Минуфада, да, я в Уфе, хорошо. Так тоже можно. Ну, про родственников, конечно, лучше. Так, хорошо, молодцы. Видите, это не такого какого-то проблемы тут не возникает, в принципе, да, если знать конструкцию. Вот. Смотрите, вы же видите, тегенде бабай утра, вы правильно писали, утра в конце предложения, потому что это глагол. Эбним ауылда ящи также, ящи это глагол, тоже в конце предложения, тоже вы правильно употребили. Урамда кызларым, малайым, мунилар, әйе. Мгм. Ну, вы можете еще правильнее будет тоже кызым. Кызым, малайым, урамда уйныйлар. Мгм. Я работаю красиво. Мин. Ну, можно сказать, моя работа красивая. Минем эшим. Мгм. Хорошо, отлично, здорово. Так, теперь я перехожу на полноэкранный режим. Включаю свет, а то я люблю в темноте сидеть. Так, я надеюсь, вам было все сегодня прям понятно. То есть я старалась, чтобы это было весело, это было непринужденно, это было легко. Бүгін біз татар тілі оқимыз. Да, отлично, тоже правильное предложение. Митякша. Так, надеюсь, вам урок был понятен, надеюсь, вам было интересно, надеюсь, вам было не затянуто и не скучно. Так, там Баркат Баралсада Бигзу Рахмет. Домашнее задание я отправлю, вот эти слайды отправлю, все хорошо отправлю. Так, у нас осталось, сегодня был 5-й урок. Завтра у нас замыкающий, последний урок. Так, ну вы все знаете. Завтра в 19:00 сағат 19:00 біздің 6-шы дәрісіміз болашақ ала берса да, дай бог, у нас будет завтра урок. Так, кім бүгін бик актив эшләде, кім бүгін бик актив қарап тұрды, кто-то сегодня активно работал, кто-то активно просто, может, смотрел. Но всем в любом случае это хорошо, то, что вами движет желание учиться, и это вот прям заряжает, это круто, это реально круто. Так, ага. Так, Татьяна, хотела вас спросить, вы в WhatsApp группе есть? Так, как вот убрать, я даже не знаю. Странно, как обычно у меня. Я попробую сейчас ссылку убрать тогда. А теперь хорошо все? Хазір яхшы ишетелеме? Так, Татьяна, а вы можете мне сейчас отправить свой номер? Я потом его внесу в список. Можете? Я вас бы в группу внесла. Можете вот сюда номер отправить? Я быстренько его запишу и добавлю вас в группу. Так, если у кого какие вопросы есть, задавайте сразу воспуса, мрежевать. Еще раз повторюсь, я всегда открыта к общению, то есть я никого не отпиниваю. Почему интересно? Это у всех так? Все, я сейчас записываю тогда. Почему так? Это сегодня только у меня так отдает эхом? Или всегда так? Так. Татьяна, у вас же есть WhatsApp, да ведь?
Так, ага. Я сейчас добавлю в группу WhatsApp. Мгм. Слушайте, а у вас рядом нету каких-то там радиоприборов? Просто бывает то, что тоже вот так вот отдает. Так, добавить. Я сразу напишу. Если у кого какие-то вопросы есть? Все, Татьяна, я вас добавила. Мгм. Я не знаю просто почему. Может, из-за того, что у меня тут 3 ноутбука рядом, но он тут выключен у меня, не знаю. Так, у вас есть какие-то вопросы? Все понятно было? Так, я вам все отправлю и до встречи завтра в 19:00. Иртәгә без сезнең белән кабат очрашачакбыз. Мгм. Ярар, бик зур рәхмәт барыгызга да. Мин барыгызга да сезгә матур кич телим. То есть я вам желаю всем красивого, хорошего вечера сегодняшнего, да, получается. И прощаюсь с вами до завтра. Сау булыгыз.